Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Какой счастливый случай летит в вашу жизнь? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, какой счастливый случай летит в мою жизнь. И давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят в мои потому что сейчас это скрыто. Так, красиво, очень даже и красиво. Мои хорошие, помните, что отсыпочка у нас общая, но раз вы зашли на это видео, здесь будет очень важная, ценная и полезная информация для вас. Давайте пойдем по порядку. Смотрите, здесь у меня звезда. Звезда – это мечта и это желание. Вам эту звезду будет предлагать какая-то женщина, подруга, родственница, совершенно незнакомая женщина, так и скажет: вот у меня есть то и то, а вы скажете: ох, а я ведь об этом мечтала, я всегда это хотела, но не было возможности, либо не было шанса. Вот эта женщина будет вам предлагать. Выглядит все, конечно, очень замечательно, но будьте аккуратней. Возможно, это не совсем то, чего вы хотите. Возможно, цена будет гораздо выше, чем это положено, либо вы рискуете попасть в зависимость к этой женщине. То есть вы ей как должны будете. Давайте приведу самый банальный пример. Допустим, вы хотели купить себе, пусть это будет фен, да, какой-нибудь там определенный, крутой, не знаю, там Dyson, да, вы хотели. Дорого. Очень дорого, вот, и вы не готовы были расстаться с такой суммой денег. И тут случайная знакомая, либо коллега на работе говорит: вот, решила сделать короткую стрижку, у меня теперь этот Dyson, он не нужен, хочу продать. А продам я его там, я не знаю, там за 20% от первоначальной стоимости. И вы такая: о, точно, я хочу, это моя мечта. Вы с ней договариваетесь, женщина приносит этот фен и говорит: ну ты же моя подруга, ты же моя коллега. Я вот подумала, я не буду брать с тебя деньги, там, купи мне шоколадку, да, либо угости меня кофе. Вот. Вы обрадовались, там, пошли, купили шоколадку, напоили ее кофе, а потом вы начинаете себя чувствовать обязанной этой женщине. Эта женщина понимает и начинает вами крутить, вертеть. А сделай за меня эту работу, а подстрахуй, а поддержи, а то мне дай, а это мне сделай. Понимаете, и вы как в рабство попадаете. Вот, будьте аккуратны. Вот такая вероятность есть. Либо еще один момент. Допустим, вы покупаете тот же фен, а он неисправен. Либо в нем есть какой-то дефект. И вы и деньги потеряли, и пользоваться не можете. Вот. С мечтами нужно быть поаккуратнее. А особенно, если вам чужой человек предлагает осуществить вашу мечту. Либо что-то будет не так, либо вы попадете действительно в кабалу. Вот. С умом принимайте подарки, либо предложения. Особенно все, что касается вашей мечты. Следующий момент. Счастливый случай. Это отношения. Отношения с человеком, который в вашей голове. Есть у вас симпатия к какому-то человеку, причем эта симпатия взаимная, но по каким-то причинам никак не удается состыковаться с этим человеком. Вот, идет случай, смотрите какой. Вместе застрять в лифте, вместе очутиться, скажем так, в одном помещении, наедине причем. Вместе участвовать в одном и том же проекте,
вместе каким-то делом заняться. То есть вас как вот специально сближают. Девочки, мужчины, вот кто меня смотрит, этот шанс, который нужно брать. Это не то, что, ну, скажем так, на голову упало. Это то, что дается как возможность, вероятность. То есть, если вас судьба с этим человеком свела на одной территории, причем замкнутой, причем, ну, прям близко-близко, не теряйтесь. Не теряйтесь, проявите себя, проявите свои чувства, проявите свое настроение и отношение к этому человеку. Возможно, действительно нужен толчок. Возможно, человек тоже стесняется и боится. А так вы улыбнетесь, скажете какое-нибудь приятное слово. Ну, например, как хорошо, что мы застряли в лифте именно вдвоем, да, либо что с тобой я застряла, ты мне там очень приятный, всегда интересно было с тобой пообщаться. Вот. Поверьте, этот случай нужно взять и реализовать. Да? Вот. Не стесняйтесь, вас же никто не заставляет там раздеваться и прыгать на этого человека. Нет, просто укажите этому человеку, дайте понять, да, что вам приятно общество этого человека и что вы очень рады, что вот так сложились обстоятельства. Это, кстати, вам очень поможет сблизиться. Вот. И смотрите, как видите, как вы друг к другу очень так близко-близко и тянетесь. Это хороший знак. Дальше, мои хорошие. У вас какие-то были проблемы, причем проблемы в семье, в отношениях, среди родственников, что-то происходило. Вас, скорее всего, в чем-то либо обвиняли несправедливо, либо какие-то вот прям укоры в вашу сторону шли. Вот ты то не делаешь, этим не занимаешься, и тут плохо, и там не так, как надо. Вот, натерпелись и очень сильно. А кто-то прям пострадал, да, возможно, ругались и вы плакали из-за этих ссор. Как-то несправедливо с вами поступали, либо к вам относились. Здесь случай поможет вам узнать, откуда дует ветер. В прямом смысле слова вы вычислите того, кто является триггером и источником ваших проблем. Вот как, знаете, как кто-то проговорится. Если были проблемы с мужем, он вдруг скажет: вот правильно моя мама говорила, что ты такая-сякая. Вы скажете: так значит, мама тебе говорила. И будет ясно, что это не его мысли, что это не его претензии, это не его обвинение, а обвинение его мамы. Да? То есть шанс, случай узнать, кто против вас затеял все эти неприятности, кто является родителем этих всех неприятностей ваших. Для вас эта правда, либо эта информация очень важна, потому что, зная своего неприятеля в лицо по имени, у вас будет возможность составить контрмеры. То есть себя защитить, предпринять определенные действия, да, чтобы этого больше не повторялось. Вот, прям, да, неожиданно, да, неприятно, но это вам поможет узнать, кто против вас тут, что замышляет, выступает и какие у кого претензии в ваш адрес. Так, идем дальше. Какой случай летит в вашу жизнь? Случай. Тут за вами кто-то следит, за вами кто-то наблюдает. Я так понимаю, что это тайный поклонник, либо какой-то бывший. Ну, у кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Главное, что вы чувствуете. Вы чувствуете эту слежку, вы чувствуете глаза у себя на спине. Вот. Вам про этого человека скажут, вот ты знаешь, а он в тебя влюблен. А вот ты знаешь, он хотел бы с тобой пообщаться, он хотел бы вернуться. Вот. И вы поймете, что вы не с ума сошли, что действительно ваша интуиция вам все правильно подсказала. За вами наблюдают. Причем отчаянно наблюдают. Желание сблизиться, желание как-то себя материализовать в вашей жизни. Вот. Не могу сказать, что прям приятно будет. Вам будет сложно понять, да, зачем этот человек возвращается, либо хотел бы вернуться, либо если это тайный поклонник, почему он так себя ведет, почему не подойдет и о своих чувствах не скажет. Ведь вы не кусаетесь, да, вы нормальная, адекватная женщина. Зачем такое делать? Вот. Ну ладно. Главное, что выяснится. Идем дальше. Счастливый случай. Счастливый случай ждет на работе.
Не могу сказать, при каких условиях и обстоятельствах, но у вас идет очень доверительный разговор с вашим начальником. Может быть, позовет к себе, может быть, так случится, что вы окажетесь в одном, ну, не знаю, помещении, да? Вот идет доверительный разговор. И у вас будет очень сложный выбор. Указать на, скажем так, диверсантов внутренних, тех, кто плохо работает, кто саботирует работу, тех, кто, скажем так, брак гонит, либо промолчать. Смотрите, если вы будете скрывать, либо прикрывать тех, кто плохо работает, это не благой поступок. Абсолютно нет. Вы понимаете, они вредят всем и сразу, они вредят всему коллективу. И их плохая работа влияет на прибыль предприятия, на прибыль компании, следовательно, на вашу зарплату, на вашу премию, ну не только вашу, да, всего коллектива. Поэтому не думайте, что вас назовут предателем, наоборот, вас назовут спасителем. Не надо скрывать, надо говорить все как есть. И еще очень важный момент шкурный. Если вы говорите как есть, если вы начальнику, ну, руководителю, да, объясните ситуацию, также поделитесь своими мыслями, как, например, модернизировать процесс, как вы видите работу, вот в идеале, как это все должно быть, поверьте, вы не только заслужите уважение вашего начальника, но и, скорее всего, повышение в ближайшем будущем. Поэтому не теряйтесь, не думайте, что это какое-то предательство и вы не стукач. Нет, абсолютно нет. Вы боретесь и за свои права, и за права коллектива, за прибыль, которую будет получать и компания, и каждый из сотрудников. Вот, это нормально и это естественно. Даже если вам придется рассказать о каких-то недостатках вашей, там, ну, не знаю, коллеги, да, подруги, не стоит молчать, говорите. Не переживайте, не уволят. Может быть, какие-то будут санкции, может быть, будут больше контролировать этого человека, но вы, во-первых, спасете компанию, где вы работаете, во-вторых, вы получите повышение. Однозначно вы пойдете на повышение. Если вы промолчите, ну, считайте, что этот случай пролетел просто в форточку. Да, мимо вас и в форточку вылетел. Вот, ну, кто виноват? Никто не виноват. Вот, ну, так оно, в принципе, и бывает. Так, идем дальше. Здесь вот по соседству что-то будет происходить. По соседству. Я вижу, люди к вам тянутся. Какие-то просьбы будут вам там давать, обращаться, вернее, к вам с просьбами, с вашей соседи. Может быть, там цветочки полить, что-то там сделать, из-за почту получить. Вот, вы не отказывайтесь. Ваши соседи очень хорошие и добрые люди. Они доброту никогда не забывают. Если вы поможете этим людям, поверьте, они для вас, ну, прям все сделают. Вот все, что хотите, не хотите, надо, не надо, все будут для вас делать. Вот, не отказывайте. Это для вас в благо идет. Также не отказывайте какой-то пожилой женщине в общении. Эта женщина очень одинокая, либо, по крайней мере, она себя чувствует очень одинокой. К вам она тянется, вас она любит. Она как будто бы в вас видит саму себя. У этой женщины, ну, может быть, какие-то запасы денежные есть, может быть, какие-то ценности есть, может быть, у нее имущество есть, в конце-то концов, да? Вот если вы с ней будете общаться, это прекрасный шанс, прекрасная возможность получить от нее нечто ценное. И я не только про материальное говорю, я говорю и про любовь, и про заботу, и про поддержку именно вас. Не могу понять, по какой причине вы с ней не общаетесь, либо у вас ограниченное общение, но это действительно идет как случай. Случай заручиться ее поддержкой, случай даже что-то вот очень ценное от нее получить. Вот, не игнорьте, не скипайте и находите время, пусть не каждый день, но хотя бы там день через день, да, либо раз в неделю, чтобы с этой женщиной просто поговорить по телефону. Поверьте, для нее это будет достаточно, и вам в плюс карму засчитается, и ей будет очень-очень приятно. Плюс еще в накладе вы не останетесь. Так, девочки, кто хотел бывшего обратно? Мужчина, который
ушел сам, скорее всего, к другой женщине ушел, перебежал, такой предатель, перебежчик. Может быть, вы в браке были, может, просто общались, встречались, но суть не в этом. Суть в том, что он для вас предатель. Суть в том, что вы, как бы не смирились, да, не смирились с его этим выбором, либо его этим поведением. Этот мужчина, он будет проситься обратно. Скорее всего, это будет звонок. Прям, да, позвонит, там спросит, как дела, что делаешь, скажет, что там важный разговор, либо ему что-то надо, срочно, важно, будет напрашиваться на встречу. На встрече, скорее всего, будет проситься обратно. Сначала каким-то хитрым образом будет заходить, а потом уже прям умолять будет. Пусти меня обратно, я все понял, я такой дурак. Боже, мне так плохо, я так страдаю без тебя. Наша песня хороша, начинаю ее сначала. Вот. Вам будет очень, девочки, приятно. Вы прям будете сидеть и улыбаться и думать, вот тебе предатель. Ты сам выбрал свою судьбу. Ты сам себя подписал на такую ужасную участь. Участь человека-козы. Да, то есть его там доят, его там отбирают, пух с него щипают, а он и сказать ничего не может. Вот. И он будет проситься к вам, он будет проситься обратно и даже, возможно, будет просить иной помощи. Я думаю, что вы пошлете. Вы пошлете, либо насладитесь моментом вот его этой беспомощности, загнанности, и прям как агония у него идет. Да? Вы для него как последний шанс. Время вашего триумфа, время наслаждаться ситуацией. Не болеть от нее, не страдать от нее, а именно наслаждаться. Каждый сам выбирает свою судьбу. И за каждую ошибку надо платить. Правда, иногда судьба взимает непомерную плату, но от этого уже никто не застрахован. Так, идем дальше. Здесь, кстати, по бывшему еще один какой-то вылез, но я так понимаю, это даже не бывший, нет, не бывший. Это может быть кто-то со стороны вашего бывшего. Допустим, его мама, его отец, там, брат, сестра. Люди о вас вспомнят. Люди о вас вспомнят, возможно, там совесть заиграет. Здесь будет желание поучаствовать либо в вашей жизни, либо в жизни ваших детей. То есть будут предлагать помощь. Денежную, либо, может быть, там, вещевую, материальную, ресурсную, может быть, какую-то помощь будут предлагать. Вот. Вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Это хорошая ситуация, это приятный случай, который может вам помочь и вас поддержать. Вы понимаете, в жизни ведь все бывает. Может быть, эти люди вас плохо знали. Вы же не знаете, что там ваш бывший о вас рассказывал. Может быть, он, знаете, как и туда, и вашим, и нашим. Вам он говорил про них плохое, а им о вас говорил плохое. Вот. Здесь нужно разбираться. И если эти люди идут, скажем так, с дарами, то эти дары не отталкивайте. Считайте, что это компенсация. Компенсация за ваши тяжелые отношения, да, либо за, скажем так, вырванные годы, которые устроил вам их мальчик. Вот, принимайте. Особенно если у вас есть дети, пусть берут, и вы берите, и, как говорится, наслаждайтесь. Вот. Кто знает, возможно, именно этот случай вас сблизит. Возможно, вы узнаете в будущем друг друга лучше, и общение станет плотнее. А может, и подружитесь, а может, и полюбите друг друга. Ведь так иногда бывает, когда мужчина уходит из семьи, либо из отношений. Семья принимает его женщину и принимают как дочь, да. Так бывает. Возможно, это ваша ситуация, это ваше будущее. Отказать вы всегда успеете. А вот наладить связи — это и хорошо, и нужно, и очень полезно. Может быть, они вам пригодятся. Вот, это жизнь. Так, ключ у вас вышел. Ключ от какой-то тайны. Ключ от какого-то секрета. Очень, кстати, большой ключ. Либо судьбоносный ключ. Тайна не ваша, тайна не о вас, а о каком-то человеке. Здесь у меня есть девушка. Вот, пожалуйста, не обижайтесь на меня, но буду говорить прямо как есть. Не могу я подбирать слов.
И это неправильно подбирать слова. Возможно, нужно говорить прямо и без всяких купюр. У меня есть девушка, которая влюбленная. Есть мужчина, он интересный, импозантный, представительный, выдает себя не за того, кем есть на самом деле. Возможно, вам уже говорили про этого человека, возможно, вы сами что-то подозреваете. Но, как говорится, не пойман, не вор. Да? Тем более вы такой человек, вы вот там прям до последнего шанса даете. Вы верите в хорошее, да, вы верите в сказку. Хоть и в сказке тоже бывает плохой конец. Смотрите, про этого человека вы узнаете что-то страшное. Прям страшное-страшное. Какую-то страшную его тайну, страшный секрет. Возможно, окажется, что мужчина многоженец. Возможно, окажется, что он злостный неплательщик, не знаю, там, налогов, кредитов, либо каких-то финансовых обременений. Ну вот раскроется его секретик, да, шкатулочка отдаст свой секретик, и у вас поменяется мнение об этом человеке кардинально. И вот эта вся ваша влюбленность, вся ваша заинтересованность, она вот в один момент просто сойдет. Вот прям откроет глаза на этого человека, высшие силы просто не дадут вам вступить в отношения с недостойным. А этот человек недостоин вас. Недостоин даже вашего внимания, даже вашего взора, он недостоин. Вот. Он такой проходимец, что даже клейма уже негде ставить. Вы, мои хорошие, не забудьте после раскрытия всех этих тайн сходить в храм, либо просто мысленно обратиться к высшим силам и поблагодарить. Поблагодарить, что отвели вот такую беду. А это ведь действительно беда. Беда на ножках, понимаете? Он, знаете, сколько женских судеб перепортил, просто перепортил. Лучше этого не знать. Просто поблагодарите и скажите спасибо, Боженька, что защитил, уберег и спас, да, от этого человека. Вот. Вам не будет больно? Нет, не будет. Вы, как, знаете, как в себя придете. После наваждения как будто бы в себя придете. Так. Еще один случай связан со здоровьем. Либо это косметология, либо это действительно что-то вот по здоровью идет. Если говорим про косметологию, то, скорее всего, какие-то процедуры, какие-то уколы, может быть, даже какой-то татуаж, да, что-то вы будете делать. То ли на какую-то акцию попадете, то ли кто-то там промокодом с вами поделится. Со скидкой, с большой скидкой пойдете и сделаете. Результат будет очень хороший. Если мы говорим про медицину, то ли вам место кто-то свое уступит. Может быть, вы записаны на какие-то процедуры, и там большой лист ожиданий. И вот кто-то прям выпадает из этого листа, и вам буквально вот звонят, говорят, завтра есть место, либо послезавтра. Вы согласны? А вы такая, опа, и что делать? Соглашайтесь. Соглашайтесь. Это именно тот случай, который послан свыше для того, чтобы вам помочь полечиться, восстановиться, прийти в себя. Мои хорошие, не теряйтесь. Если само идет в руки, ни в коем случае не отталкивайте. Долго не рассматривайте, берите и делайте. Конечно, надо думать и все за и против взвешивать, но только недолго. Вот. У вас как-то случаи, они как звездочки, да? Звездочки, которые падают с неба. Красиво, но очень быстро, не успеваешь загадать желание. Вы, пожалуйста, успевайте реагировать и ничего мимо не пропускайте. Но если это не выгодно, то, конечно, зачем вам это надо? А если есть хоть, там, не знаю, 5% прироста, либо выгоды, либо удовольствия, конечно же, принимайте. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.